Доброго времени суток. Сегодня я нахожусь, вернее, где-то примерно час назад приехал в село Верхний Улис а, по просьбе моей одноклассницы Марии Устиновой. Завтра здесь, в Верхнеуфлейске, на стадионе Исхогун будет соревнование памяти Андрея Устинова, первого кандидата в мастера спорта по марафонскому бегу а, среди якутян. Андрей Устинов в далеком 1964 году, участвуя на чемпионате России по Советского Союза по марафонскому бегу, тогда выполнил нормы кандидата в мастера спорта. На то время норма кандидата в мастера спорта был равен 2 часа 35 минут ровно. И у Андрея Устинова результат 2 часа 34 минуты и 31 секунда. И многие жители нашей республики помнят этот стадион. На этом стадионе 2017 года проводились юбилейные 20-е спартакиада Мончары. Очень успешно были проведены. Зрелищная была. И сейчас немножко я покажу. Стадион носит имя Исхогун в честь легендарных борцов по Капсагаю. Здесь я покажу именно Мардjonga. И тут вот Исхогун үйене уңордан Исака номогор киреңет каттыгас колобур болаңыт кыйыга тускулу турагыт уран Николай. Тонча 970 сыллағы төддіс Мончары ойнуларын абсолютно кайыл чемпиона. Рыбыт туга бар, он жабы дәшердік оңғалы бұд қапсаға жеттар, тостуктар ебі кеші айдалары бычырдан жабы номаққа кейбі қапсаға жеттар аттары бұчуғырас жабыны үйен бұтыралар мына әридерін. И все они вот стоят втроем. Я сейчас попробую показать, как они выглядели. Наверное, это были сделаны по фотографиям тех легендарных личностей. Сейчас примерно 6 часов 15 минут где-то, или да, утро. Некоторые подходят зарядку делать скандинавской ходьбой, некоторые уже вышли со стадиона. Сейчас мы зайдем на стадион. И я для себя решил в будущем снимать состояние стадионов нашей республики. Это вот многофункциональный спортивный комплекс, в котором тоже проходили. И здесь пресс-центр был. Так, и вот название стадиона Исхогун. Ну, Верхний Улис для меня, человека, который в свое время занимался легкой атлетикой, известны имена знаменитых бегунов. Это мастер спорта международного класса России по суточному бегу Михаил Еремисов, рекордсмен нашей республики 264 километра 366 метров, по-моему, если не ошибаюсь. И этот рекорд он установил в далеком 1998, по-моему, году в Подольске на Кубке или Чемпионате России. И на тот момент это был третий результат
мире по итогам года. Михаила Ремисова я знал лично, очень такой скромный человеком был. К сожалению, его нет среди нас, но и его имя живет сейчас. Так, там находится факел. Ну и вот беговая дорожка. Для всех спортсменов, конечно, состояние беговой дорожки. Некоторые стадионы, к сожалению, уже беговые дорожки стали, уже тяжело по ним бегать. И сейчас попробуем беговую дорожку Верхнеуфимского стадиона, где шумели, гремели в 2017 году. На этом стадионе Сардана Трофимова и Наталья Леонтьева показали всю красоту бега. Оба бежали 5000 метров и 3000 метров. И тогда с рекордом, не с рекордом, а выполнением нормы мастера спорта России выиграла Сардана Трофимова, уроженка села Тамалакан Верхнеуфимского улуса, пятикратная чемпионка России по марафонскому бегу, победительница московского марафона дважды с рекордом трассы, победительница также марафона Европа-Азия, которые проходили в Екатеринбурге. Занимала она 4 место 2015 года, в октябре месяце во Франкфурте на Майне. Тогда она установила свой личный рекорд 2 часа 24 минуты и 38 сотых. Тем самым она выполнила тогда олимпийский норматив. Должна была выступать 2016 года на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, но, к сожалению, тогда Российскую Федерацию легкой атлетики отчислили от... Тогда он назывался ИААФ, но сейчас он World Athletics, из состава этой международной организации легкоатлетической. Поэтому в составе России выступала единственная прыгунья в длину, которая проживала на тот момент в Соединенных Штатах Америки, Дарья Клищина. Она единственная представляла, и, к сожалению, она тоже выступила не очень удачно. Ну и вторую Олимпиаду, к сожалению, для нас, для любителей легкой атлетики, для жителей Якутии, ну и для всей России, возможно, тоже Сардана пропустила Олимпийские игры, которые проходили в 2021 году в Токио, Япония. Там Международный олимпийский комитет и World Athletics дали квоту, только 10 человек должны представить Россию, ну не Россию, а Олимпийский комитет России. Сейчас наши спортсмены выступают не под флагом России, а под флагом Олимпийского комитета России, ОКР. И, к сожалению, будучи пятикратной чемпионкой России, Сардана Трофимова не была включена в состав 10 спортсменок, которые должны были представить ОКР на Олимпийских играх. Там уже брали тех людей, которые намного по своим результатам на мировом уровне были близки медали, или по рейтингу были 10 лучших, возможно. Поэтому, Сардана Трофимова не унывает, сейчас продолжает подготовку. В 2024 году Олимпийские игры будут проходить в Париже. Очень надеемся, на этот раз она примет участие на этих играх. Но она участница чемпионата мира 2019 года в Дохе, Катар. К сожалению, тогда была очень жаркая погода на тот момент.
когда бежали женщины, хотя забег проводился поздно вечером. И все же такая влажность и жара не позволили нашей спортсменке показать все, на что она способна. Она тогда бежала на выполнение олимпийского норматива, и, к сожалению, вот это сбило ее. Но это тоже опыт. Со временем она поймет, ну и уже поняла, что это хороший опыт. В будущем она будет знать, как действовать при таких условиях. Вчера, позавчера буквально в городе Якутске проводились чемпионат Республики Саха-Якутия по легкой атлетике. И по итогам двух отборочных стартов, первый отборочный старт был открытый чемпионат города Якутска по легкой атлетике, и второй отбор — это чемпионат республики. По итогам этих двух соревнований 16 лучших спортсменок примут участие в 8 спортивных играх народов Республики Саха-Якутия, которые пройдут в начале июля в селе Барагонцы Алданского улуса. Также Верхнеуфалейский улус славится именами Николая Бускарова, мастера спорта международного класса, бронзового призера, хотя это потом я у него постараюсь взять интервью, если встречу, бронзового призера чемпионата Европы в личном зачете, которые проходили в 1997 году в итальянском городе Фаенца. Ну, старт принимают во Флоренции, а финишируют во Флоренции, бегут через горы. У них есть такой национальный герой Пассаторе. И он, как в древние времена, как революционер, поднял народ. И когда за ним охотились, он бежал такое расстояние, примерно 100 километров, через гору, перебрался на другую сторону и тем самым спрятался, наверное, от преследования. И в честь его организует этот старт Пассаторе. И в 1997 году Николай Бускаров очень здорово бежал, но он выполнил норму мастера спорта международного класса еще в далеком 1996 году. В Москве тогда проходил чемпионат мира, и он вошел в 8 лучших спортсменов чемпионата мира, и тем самым он выполнил тогда норму мастера спорта международного класса. Николай Бускаров также является серебряным призером спортивных игр народов республики в селе Хандыга в 2003 году. Два прославленных наших стайера, марафонца. Гаврил Нахтунский тогда выиграл в возрасте 46 лет. Николаю Бускарову тогда было 45 лет, наверное. Он 58 года. И в 2003 году они оба финишировали. Гаврил Нахтунский первое место, Николай Бускаров второе место занял. Также Верхнеуфалейский улус славится результатами Дианы Тартакыновой, мастер спорта России по бегу на 3000 метров с препятствиями. Единственный мастер спорта нашей республики, наверное, по бегу с препятствиями. Хотя справедливости ради надо сказать, что и Наталья Леонтьева очень здорово бежала на уровне мастера спорта. Но Наталья Леонтьева является мастером спорта международного класса. Так, Лариса Семенова тоже мастер спорта международного класса по бегу на 100 километров. Она, как я помню, в 1998 году выступала в Японии на чемпионате мира по бегу на 100 километров. И тогда она в команде выполнила норматив мастера спорта международного класса. Также Верхнеуфалейский улус славится результатами Алены Узнаевой Татариновой. Она является, она сейчас уже, по-моему, рекордсменка Республики Саха-Якутия среди девушек на 800 метров 2 минуты 12 секунд.
с копейками. Она победительница тогда была первенства России. Если не ошибаюсь, это проходил в Сочи. И очень здорово она тогда бежала. И после долгого перерыва, где-то примерно 10 лет, она приступила к тренировкам и уже выступает сейчас. Боюсь ошибиться, боюсь кого-то пропустить. Есть бегунов Верхнеуфалейского. Вот Андрей Устинов, первый из якутян, кандидат в мастера спорта по марафонскому бегу. Знаменитый тоже на всю республику спортсмен. И в память его завтра будет здесь, послезавтра, двухдневные соревнования памяти Андрея Устинова. Он проложил дорогу, выезжая в другие города и становясь. Но он сравнительно поздно начал бегать. В школьные годы, возможно, увлекался только на уроках физкультуры, работал Маслосехе, на Кангаласском улусе, потом Татинском, тогда Алексеевский район, село Карбалах. Он работал спортивным инструктором, и одаренность человека от природы все-таки привело его в легкую атлетику, на марафонской дистанции. Он ростом был, я себя считаю маленьким ростом, но Андрей Устинов еще ниже меня был. Мне посчастливилось увидеть его. Я не помню, какой это год был, 1989 или вот где-то в эти годы. Я его однажды видел, готовясь к старту, все время двигающегося, подпрыгивающего человека, при этом много чего рассказывал. Вот это мне запомнилось. Занимающийся сейчас где-то у женщины скандинавской ходьбой занимается. Сейчас это уже распространено не только в городе, но и в других улусах, селах. Люди активно занимаются скандинавской ходьбой. Это очень такой доступный вид оздоровления организма. Многие после этого, наверное, чувствуют себя бодре, хорошо. Так, немножко я пропустил факел поблизости. Сейчас попробую показать. Ну что я могу сказать по дорожке? Дорожки, в принципе, в неплохом состоянии. Хотя, конечно, местами где-то есть. Но в целом бетон под дорожкой, в принципе, более-менее в таком состоянии, удовлетворительно, можно сказать. Местами, конечно, нужен ремонт, но в целом это еще более-менее. По сравнению с другими стадионами, которых я видел после соревнований, прошли пару лет, а стадионы уже дорожки беговые, основное ядро уже некоторые даже в непригодном состоянии, чтобы провести соревнования. Ну вот факел, здесь на каждом стадионе есть такие факелы, большой такой экран. Все, я, оказывается, много чего пропустил. В памяти, наверное, остались у многих любителей спорта те игры, юбилейные 20-е игры. Спартакиада Манчары, не игры, а Спартакиада Манчары. Сейчас Спартакиада Манчары проводится один раз в 4 года, как Олимпийские игры. Раньше они проводились через год. Вот такой большой экран стоит. Это вот под этим, наверное,
организуются и концерты, и другие виды соревнований, такие как единоборство, вольная борьба, может быть, борьба капсагай, перетягивание палки, масс-рестлинг, сейчас нынешнее название. Ну а трибуна, вот с левой стороны флаг России, центральная трибуна VIP, VIP. Ну и с правой стороны флаг Республики Саха-Якутия. Очень хорошо, красиво было продумано. А вот волны реки Вилюя. В Амге тоже похожая такой конструкция есть в форме волн. Вот так вот сейчас пока. Ну а футбольное поле тоже более-менее в нормальном состоянии. Так что я от себя могу сказать, что стадион еще более-менее в таком состоянии. Мелкие ремонты все равно надо делать, но так в целом стадион, особенно вот 100 метров, где проводится, мне кажется, это еще в нормальном состоянии, чтобы провести соревнования спринтеров на 100 метров. Арка вон сзади, прожектора. Ну вот, пока на этом все. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, если посчитаете интересным то, что я снимаю, то, что я рассказываю. Ставьте лайки. Вам это в материальном смысле ничего не убавится, а нам, людям, которые что-то делают для распространения информации, для продвижения спорта в населении, чтобы люди стали заниматься своим оздоровлением не тогда, когда уже на старости лет, с раннего возраста, с молодых лет уже приступили к оздоровлению, не только к оздоровлению, но и стали заниматься и спортом, и физкультурой, и чтобы у них со здоровьем все было хорошо. Пока.